Если речь идет о делении Северного Кавказа или война, значит война. С ума сбесились, что ли? Кто выступал за войну с Северным Кавказом? История – безжалостная тетка. Ты можешь сотни раз ее переврать, перелгать, накидать небылиц о честных выборах и честно заработанных миллионах в России. Но пока живы те, кто жил в те времена и хорошо помнит тех героев и антигероев, твои потуги смешны, убоги и так воняют, в общем, хорошо тебе знакомым ельцинским перегаром. Помнишь его, Михаил Ходорковский? Ведь именно под него и тебе, и прочим Авинам, Березовским, Смоленским щедро отсыпали вчерашней социалистической собственности в ваш бездонный карман. Но тогда вы беззастенчиво грабили нефть и газ оккупированных территорий или в твоей формулировке завоеванных Якутии, Башкортостана и прочих мест, где сначала русские истребили добрую половину местного населения, а потом завезли свое крепостное человечество, объявив их на этом основании исконно русскими землями. Прошло пару веков, и ничего не изменилось. Кроме того, что если в самом начале вы просто обворовывали природные ресурсы оккупированных народов и сами народы, то со временем вы вошли во вкус и начали собирать налог кровью на свои освобождения от свободы. Финляндии, стран Балтии, Чехословакии, Афганистана, Чечни, Грузии, Сирии и дошли до Украины. Вам, русским, в массе своей абсолютно все равно, сколько, где и при каких обстоятельствах погибнет ваших людей. Что говорить о простых русских? Даже если вы, миллиардер, были готовы идти воевать за Северный Кавказ с оружием в руках и убивать нас без счета за наше стремление к свободе. Разве нет? Мы же завоеванные. Так вы сказали, Альбац. Я ничего не придумываю. Это наша земля. Мы ее завоевали. Нет на сегодняшний день в мире незавоеванной земли. Вся земля когда-то кем-то завоевана. Вот Северный Кавказ завоеван нами. Нет, не придумываю. Вы абсолютно уверены в своем праве властвовать над нами в вечность. А вот мы нет. Потому что ваша убежденность, далее ваша цитата, для меня абсолютным императивом является территориальная целостность. Это смертный приговор миллионам тех, кого вы пошлете по новой порабощать нас и тех, кто отдаст свою жизнь, защищая свое право быть свободным и умереть на своей земле за свой Магаз, Улан-Удэ, Якутск, Уфу или Казань, а не в окопах под Бахмутом под вашим флагом или оккупируя Грузию или Казахстан. Их же вы тоже когда-то завоевали, не так ли? И нет, мы не взбесились, когда вы пытаетесь изобразить нас ничего не понявшими людьми, неверно истолковавшими ваши слова, что вы не собираетесь воевать с Северным Кавказом, а с бандитами, типа там засевшими. Есть бандиты. Неважно, живут они в Кущевке или живут они в Цанторое, которые взяли под контроль население на определенной территории. И они это население силой, угрозами заставляют жить так, как им хочется, для того, чтобы получать больше денег, больше власти, распоряжаться людьми как своими рабами и так далее. У этих граждан России есть права. Если эти права кем-то нарушаются, российское государство обязано, хочет оно этого или не хочет, эти права защищать. Так это ваши русские бандиты. Кадыров, Евкуров, Меликов и все прочие, которые появились там ровно потому, что ваш создатель Ельцин решил, что чеченцы не имеют права на свободу, а ингуши на родину. И сначала он устроил этническую чистку ингушам в 1992 году, вырезая мирное население, а потом устроил бойню в Чечне на 20 лет, где никаких бандитов не было, а был законно избранный президент Джохар Дудаев, а потом такой же законно избранный президент Аслан Масхадов. Но ни первую, ни вторую войну это не остановило, а третью, вашу, значит, остановит. Вы серьезно верите, что вам поверят? Вы решили окончательно стать Ельцин 2.0? Вы точь-в-точь повторили до боли знакомый нам нарратив. Выделиться из состава российского государства демократическим путем,
в рамках нормального свободного референдума. Если такое решение ими будет принято, все будут готовы это решение уважать. Берите суверенитета сколько вы хотите, но в итоге мы объявим вас бандитами, террористами, а затем приедем на танках восстанавливать конституционный порядок, то бишь спасать российских граждан. Я считаю, что, например, отделение Северного Кавказа – это в проекции через 2 шага миллионы жертв. Миллионы жертв. Вы, конечно, имеете право играть хоть Ельцина, хоть Лукашенко, но у себя, пожалуйста, гражданин Ходорковский. Нет больше завоеванной вами земли. Пользуйтесь своей Рязанской или Суздальской, бомбите Воронеж и проводите референдумы в границах 1471 года. Все народы по итогам этой войны, иншаллах, получат свободу. В этом нет сомнений ни у меня, ни у вас. Иначе бы ни вы, ни ваши подручные и даже ваши противники из числа хороших русских не пытались бы изображать перед нами нерусскими народами радужные перспективы прекрасной России будущего. А мы ее называем проклятой Россией будущего. А вы лично бы нас и не вспомнили. Хорошая попытка была выглядеть человеком, гражданин Ходорковский. Но нет, не пройдет. Мы существуем для того, чтобы не дать обмануть вам наши народы в очередной раз.